This fight is 3 rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 9 wins, 2 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 145 1/2 pounds. Fighting out of Dushanbe, Tajikistan, Muhammad Hilman Naimov. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record, 20 wins, 5 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 146 pounds. Fighting out of London, England, Nathaniel the Prospect Wood. And when the action begins, our referee in charge, Lucas Pozaki. Лукаш Базяцкий, как давно мы его не видели. Да, великолепный рефери. Мне очень всегда лично субъективно нравилась его строгость. Не вздумайте цепляться пальцами за сетку с Лукашем Базяцким. Сразу же может быть снят балл. А бой точно проходит в UFC. Может, это и сей, этот Базяцкий в клетке, Брэд Пикет тоже здесь у клетки. Итак, смотрим. Полулегкая весовая категория. Натаниэль Вуд против Хамада Наимова. Быстрый Вуд. Широко всегда расставляет ноги. Здесь достаточно собранно действует. Первый лоу-кик внутренний был от него. Передвигается Наимов. Да, конечно же, Натаниэль Вуд — это прям проверка, что надо для Наимова. Определенный знак качества, какой калф-кик получается у Вуда. Здорово он отрабатывает. Хороший скорость показал. И попадает Наимов. Берет и бежит буквально вперед. Очень опасный размен, и близко было к такому моменту на самом деле. Но это вынужденная борьба от Вуда, потому что он здорово пропустил хороший зацеп изнутри. Начинается борьба. И готов Наимов здесь работать левой рукой как молотом. Упирается в корпус. Здесь пытается выйти на армбар, я так понимаю, но нет, не прихватил руку. Еще и между ног здесь как раз в голову хорошо попадает Наимов. Не самая удачная позиция, честно говоря. И в принципе эпизод для Натаниэля. Еще локти. Корпус удара не выбрасывает Наимов. Как раз там и в разрез попал. Пока все очень уверенно. И в плюсовой зоне для Наимова. Есть контроль. Никуда при этом не торопится. Пытается подняться, естественно. Натаниэль Вуд подрабатывает сразу же по 2 ноги. Наимов. Пока все сверхуверенно. Очень заряжен представитель Таджикистана. Смотрим еще в маленьком окошке. Вот этот правый боковой. Да, справа в челюсть, а как раз Вуд никуда и не попал. Корпус, голова. Хороший темп в партере показывает Наимов. Амплитудные такие удары, камервисты. Так, нельзя здесь бить. Коленом в голову, естественно. На гильотину я скорее хотел прихватиться. Понял, что не совсем удачная позиция Мухаммад Наимов. И продолжает здесь контролировать сверху. Ну, там просто дернулась чуть-чуть правая нога. Показалось на секунду, что, может быть, и про колено тоже подумал. Так или иначе, коленом по корпусу здесь работать можно. Но сосредоточен, конечно же, на контроле соперника. Наимов. Хороший прессинг. Пытается подняться Натаниэль Вуд, но периодически опору у него убирает Мухаммад Наимов. И здесь пока ничего не получается. Собственно, мы перевалили уже, да, действительно, за середину первого раунда. Поднялся все-таки Вуд. Нет, не получилось сбросить через бедро. И в итоге у нас борьба в стойке от Наимова. 23-1 по ударам в партере. 3 минуты первых сверхуверенно забрал Мухаммад. С короткого расстояния пробивает Наимов. Разворачивается все-таки Натаниэль Вуд. И попытка зацепа, но неудачная. Берет замок. Наимов сам разворачивает оппонент. Удар в пах был. И даже повтор тут не нужен. И, как это не грустно звучало, повторный удар тоже был не нужен, потому что, по-моему, в эту же самую область он пришелся. Надо посмотреть еще раз, как это было.
Это было больно совершенно точно. А первый в корпус, я так понимаю. Да, первый удар-то чистый. Да, вот отсюда никаких сомнений удар не оставляет. Публика загудела, в общем-то, по той причине, что не с того ракурса они увидели этот повтор, самый первый. Да, второй удар был в корпус, но нужно было, конечно... Готов продолжать Натаниэль Вуд. И бой в полулегком весе сейчас продолжится. А, кстати говоря, Волконовский не отказывается от своего поединка с Топурией на UFC 297 в январе 2024 года. То есть вне зависимости от сегодняшнего исхода. Просторонняя стойка у Наимова. Хороший лоу-кик в который раз от Натаниэля Вуда. И быстро он попытался подобраться со сдвоенным джебом. Ух Есть ты! попадание чистое от Натаниэля Вуда. Стало очень тревожно за Мухаммада. Крепчайший удар пропустил. И теперь пауза уже на руку, собственно говоря, Мухаммаду. Нужно восстанавливаться, приходить в себя. Зацеп не состоялся. С короткого расстояния апперкот. Тут же правый боковой. И... Тейкдаун. Боковой контроль. От Натаниэля Вуда. Полный маунт. Лихо забрался здесь Натаниэль Вуд. И кто же все-таки окажется сверху? Сможет ли здесь провернуться до конца Мухаммад? Или законтролирует Вуд? Нет. Должен выбраться здесь Наимов. Так и происходит. И вот такой амплитудный удар. Пусть и не очень точно. Но самое главное, что из этого положения можно набирать очки. Это делает Наимов. Да, хвататься за сетку нельзя. Хорошо, что Натаниэль Вуд начал рисковать в той позиции. Поторопился немного. Что здесь прибирает шею. Коленом в голову нельзя. Попытка рывком здесь выйти на болевой, прошу прощения, удушающий прием. Последнее мгновение. Очень интересный раунд мы посмотрели. Инициатива переходила из рук в руки, но больше все-таки она была у Наимова. Если не брать вот то самое мощное попадание. В углу у первого отрезка, потому что законтролировал, если Наимов, очень тяжело подниматься. Как и вытекает вообще победа Наимова. И по ударам тоже опять удар в пах. Прям первым же попаданием во втором раунде. Да что ж такое? И тут хотелось бы, кстати, посмотреть повтор. Недоволен там Натаниэль Вуд. Да, необходимо посмотреть, было или нет. Натаниэль, go there. No coaching. Лукаш Базяцкий может, конечно, и балл снять. Ну да, никаких если подсказок. было второе попадание. Смотрим. Да, очень недоволен, ругается нецензурно Натаниэль Вуд. Okay? Stay it, stay it, stay it. И вот сейчас нужно быть максимально собранным. Okay? It was again to the boss, okay? Watch your kicks, okay? It's hard warning, you understand me? Don't want to see it again. Okay, sounds good. Okay. Time. Ready, ready. Ну, Fight. неумышленность была определенным образом, поэтому вот в третий раз точно дадут уже наказание на это. Идет борьба. Наимов успевает из клинча здесь колено дважды выбросить, но по руке, по защите получилось в итоге. Заряжается уже и Вуд. Как здорово пробивает Наимов с короткого расстояния. Здорово борется, быстро. Натаниэль Вуд ногами хорошо работает. Там охотится за рукой, я так понимаю, Наимов, чтобы вытащить Накимуру. И, скорее всего, да, корпус на себя старается забрать. И в итоге сзади оказывается Вуд, но он на ногах. Наимов. Одна нога заправлена и сразу же заходит за дальнюю. Интересная позиция. Опирается там на сетку Наимов, и поэтому соскочить туда дальше у Натаниэля не получается. Занимает он выжидательную позицию, и необходимо ногу оттуда убирать. Ну да, такая немного патовая ситуация.
Я думаю, сейчас посвистывать уже будут фаны. Ну и Босяцкий тоже долго смотреть за этим не собирается. Да, как-то сломался поединок вот в этом месте. А что здесь? Нет, нога там же. Тренирует растяжку Натаниэлю Вуду Мухаммад Наимов. И самим парням это надоело. Ничего не происходило на протяжении минуты примерно. Пол Фелдер, Джон Эник и Даниэль Кормье на заднем плане комментируют это событие. Зацеп не получается. О, Мухаммада еще один. И что, докрутит? Да. Хавгар тут же. Неплохая диагональ. Можно развивать успех. Тут же пытается подняться британец. Встает, но очень лихо готов забраться за спину Наимов. И, конечно, Натаниэлю этого делать, позволять это сделать нельзя. Да, Вуд очень верткий. Ну и бокс на очень хорошем уровне. Скорость работы руками абсолютно непревзойденная. Но выполнить указания Брэда Пикета не получилось. Перевод все-таки у Наимова состоялся. И вновь контроль, и вновь вся работа, которая идет на пользу, в общем-то, таджикскому спортсмену. Ну и опять же, еще раз отметим, что все поединки Натаниэля, начиная с июля 2020 года, непременно доходят до судейского вердикта. 2 минуты осталось. Пока только давление. Преимущество по ударам у Наимова здесь есть. Но в целом их, конечно же, немного. Тем более для полулегкого веса. Как вы знаете, как раз Макс Холлоуэй свои рекорды по количеству ударов в этом дивизионе и поставил. Заряжается на удар Наимов. Боковой контроль, пересаживается Мухаммад, улучшает позицию. Хотя нет, все-таки диагональный, но просто очень высоко, получается, сидит. Да, гильотины вновь не будет. А вот накидывать удары почему бы и нет, но поднимается все-таки Натаниэль Вуд. Конечно, ожидали мы много борьбы сегодня на турнире и ожидаем ее в главных поединках сегодняшнего вечера. И в бою Хамзата Чимаева с Усманом, и в бою Ислама Махачева с Волконовским. Но тренд чувствуется с самого начала. Кимура. Там... Нет, не получится. Да, сбросил этот захват Натаниэль Вуд. Несколько ударов по голове уже получил. Ну да, и здесь связывает, в общем, по рукам и ногам, как осьминог. Мухаммад Наимов, не давая возможности подниматься на долгое время, скажем так. Сразу же упаковывает обратно. Получается, что пробарывает Наимов соперника с минимальным преимуществом. Но все-таки оно видится. В целом малосодержательный раунд получился. Но это же и говорит Брэд Пикет. Он не пытается сделать что-то дальше из этого положения. Улучшить, и здорово! Встает здесь Натаниэль Вуд, и с клинчем может быть что-то интересное. Последнее мгновение, и ждем раунд под номером 3. Наимов понимает, что есть область, в которой у него преимущество. Закрывается калитка. Итак, смотрим. Заключительный 3-й раунд. Лоу-кик. Вот Натаниэль. И вот такой удар в голову от Наимова. Неплохо докрутил ногу, и с акцентом получился удар. Прошлое из тэквондо дает о себе знать. Готов встречать здесь Наимов. Поменял стойку. Вот. И нет, здесь попался Наимов на самом деле. Просто на бэкфисте отдал корпус, полшага вперед сделал Натаниэль, и забирает он позицию. Необходимо разворачиваться. Но это опять на пользу Наимову. Конечно, здесь клинч, такой плавно переходящий в потенциальную борьбу. Это все на руку таджикскому спортсмену. Физически не проигрывает Мухаммад, и это очень важно. Хороший хайкик, но там по защите. Пытался встретить здесь Вуд, не получилось. Меняет стойку Наимов. Немного движения. Много стали застаиваться друг напротив друга спортсмены.
Да, такое ощущение, что Натаниэль Вуд просто вышел на работу. У него еще один день в офисе. А Наимов хочет себя показать с лучшей стороны, но получается далеко не все. Это видно, высокий уровень мотивации у Наимова, в том числе и финансовый. Я думаю, что разные положения сейчас и у того, и у другого. Защищается вот. Реакция его не подводит. Более того, он прессингует из центра. Навстречу попытка пробить. Будет выцеливать вот этот правый прямой. И в ответ получает вот. Хорошая атака от Наимова. Великолепная скорость. Наимов хорошо бьет. Очень четко. Траектория великолепная. Ударный рог. Смещением пытался пробить Вуд. Не достал. Так, своевременно по нижнему этажу отработал Натаниэль. Опять поджимает. Будет ли рисковать Вуд или же все-таки пробьет рукой справа? Правое колено уже готовит, но нет. Ответные действия от Наимова. Хороший проход. Как занырнул. И нужно докручивать тейкдаун. Получается это сделать. Усаживает Натаниэля, который поглядывает на время, оценивая примерно, сколько он может сейчас еще времени подышать, а через сколько, вернее, нужно будет уже подниматься. Попытка контрприема. Так или иначе, на ногах оказывается британский спортсмен из Лондона. Не стаскивается просто так Вуд, конечно, через руку на опорную и вновь на двух ногах. Но здесь самое главное, что Наимов чувствует, что у него много сил. Он пробует эти варианты, очень энергозатратные по переводу оппонента. Да, опасное колено здесь просится, но защищается Натаниэль. Акцент на другое, пытается просунуть правую руку. Второй андерхук, скажем так, но пока все, в общем-то, без перспективы. Чуть ниже опустился Наимов. Нет, гильотина там тоже не будет. Продолжается борьба. Получилась она совсем недолгой. В последнем эпизоде правый прямой. Заставиться ни в коем случае нельзя. Пропускает еще раз Наимов. Задышал, пытается сейчас его настигнуть. Натаниэль Вуд прижимает к клетке, слева еще попадание. Необходимо кому-то отстреливаться. Вот сейчас почувствовал кровь Натаниэль. Пойдет он вперед, по корпусу пробивает. Пытается сбить дыхание правой через руку, здорово. Вроде бы все шло неплохо для Наимова. Но одно попадание все-таки пошатнуло его. Но очень опасен Мухаммад с правой. Вот тут как раз в разрез было очень здорово. Ногами сразу же перестал работать Наимов. Опять корпус. Попытка перевода. Но не состоялась она. Не получится против Наимова просто так. Ну там все как-то коряво было на самом деле. И вроде бы на движении пытался поймать. Но делал это не очень стремительно. Вот. Хорошая пушка в руках у Наимова есть. И вертушка здесь не заходит. Есть удар в голову. По третьему раунду тут вообще большие вопросы. Похоже, Вуд его забирает. Да посмотрите как. 3-2-1. Просто надо додержаться. И... Вау. Огненная концовка. Хватаются за сердце сейчас все фанаты Мухаммада Наимова. Я думаю, в Душанбе решили накапать себе немножечко успокоительных. Сначала я хочу использовать этот момент. Антон, ты тут, да, ты на меня смотришь? Спасибо, брат, отсюда слишком это ярко, это не вижу. Спасибо тебе, брат, спасибо тебе, Саша. У меня была мечта просто попасть у вас в канал UFC Russia, это была просто моя мечта. Я постоянно с первых дней, я как бы мечтаю просто быть там. Для меня это вы показали мне очень хорошее уважение. Я благодарен вам со своим именем, с именем нашего таджикского народа. Вы сами знаете, как мы таджики любим друг друга, как мы уважаем, как мы болеем друг за друга. Поэтому я хочу вам показать то, что Таджикистан, вот эти двое парней, Антон и Саша, они постоянно рядом, постоянно сделали у меня интервью, постоянно поддерживают. Спасибо вам, братья.
Очень приятно слышать такие слова. На арене было слышно твое имя, все скандировали «Мухаммад». Было очень много болельщиков из Таджикистана вообще. Какие ощущения вот от атмосферы на турнире? Хорошо себя чувствую, брат. Очень много таджикских публик. Это, как бы сказали мне, тысячи с чем-то приехали. Но, брат, сегодня не только таджикская публика там была, там мусульманская публика была. Меня Мухаммад зовут. Это наше имя любимого пророка. И все его знают, все это имя любят. И в мире сейчас это имя самое популярное имя. Поэтому скандировали все болели за меня. Мне очень это приятно. Это мотивирует меня дальше больше. Саша, я тебе кое-что скажу, брат. Я не хочу, это не как бы оправдание, брат. Вчера я с утра до вечера себя очень плохо чувствовал. Мои тренера сейчас здесь орут, он русский язык понимает. Он сказал то, что Мухаммад, давай остановись, мы не будем. Почему? Потому что у меня вчера, как бы я упал, после взвешивания, у меня впервые так было. А вечером я пью воды, я все то, что вырываю. Мне очень плохой день был вчера. Отец сказал то, что давай, сынок, просто ничего не пей, ничего не кушай, как будто у тебя Рамадан, ты вышел в середине дня, в середине поста вышел, дрался. Вот так почувствуй, как в школьные времена, и все. Я так и сделал, брат. Но... Это не оправдание, это просто то, что у меня было, я вам говорю, а даже вы сами судите. Уверен, ты себя еще покажешь в более лучшей форме. Но ты вообще не выбираешь легких путей. У тебя первый бой был в легком весе. Сейчас ты дрался с парнем, у которого 3-0 в полулегком. Я слышал, у тебя есть имя на примете. Скажи, с кем ты хочешь драться. Алекс Кесерес. Я его очень как бы недолюбиваю. Не знаю, он мне не нравится. А еще я хотел бы драться Эдсон Барбозой. Это легенда легкого веса, но он перешел в полулегкий вес. Добро пожаловать. Я просто хочу показать свои вертушки ему. Я хочу ожидать от него бразильские вертушки. И посмотрим, там таджикские вертушки лучше или бразильские. И я не знаю, смотрел ли ты уже телефон, но наверняка у тебя он разрывается от сообщений от болельщиков, от земляков. У нас тоже много комментариев. Что скажешь про поддержку фанатов перед этим боем? Тут тренер меня орут, он не дает мой телефон. Он день до боя всегда берет. Мне не дает вообще использовать телефон. Я сейчас посмотрю, мы пойдем в гостиницу. Он мне торт обещал. Не забудь по-братски. Все. Мы посмотрим. Спасибо всем вам за поддержку. Таджикистан, Джоном Фидотон. Дальше больше, иншаллах, мы верим в пеш. Что ж, я поздравляю тебя с победой. Спасибо большое, Саша. Да, желаю тебе побед в будущем. Взаимно. Все, счастливо.